Решить неравенство. Запишем правую часть в виде натурального логарифма e квадрат. Теперь, избавляясь от логарифмов, получим такое неравенство. Добавим к нему условие положительности этой скобки. Оно необходимо для того, чтобы логарифм существовал. Очевидно, эта система равносильна первому неравенству, так как e квадрат больше нуля. В этом неравенстве e квадрат уничтожается и остается такое неравенство. Решаем его. Поменяем знаки, чтобы было удобней. Найдем дискриминант, он равен 16. Корни равны 3 и минус 1. Квадратный трехчлен отрицателен в промежутке между корнями при положительном коэффициенте при x квадрат. Решением будет промежуток от минус единицы до 3. Перейдем к основанию 10 для этого логарифма. Получим в числителе логарифм 10, в знаменателе логарифм x. Логарифм 10 равен единице. Значит, можно логарифм x обозначить через y. При этом надо учесть, что x не может равняться единице, так как основание логарифма должно быть отлично от единицы. Неравенство для y принимает такой вид. Перенесем 2, деленное на y, влево. Приведем к общему знаменателю. Решим полученное неравенство методом интервалов. Найдем корни числителя. Дискриминант равен 9. Находим корни. Получаем 2 и минус единица. Отмечаем на числовой оси 3 точки. Минус единица, 2 и 0. Точка, в которой знаменатель обращается в 0. Найдем знаки этой дроби в полученных промежутках. Минус единица и 2 являются корнями квадратного трехчлена. Поэтому при y больше 2 числитель положителен, и знаменатель также положителен. Здесь будет плюс. В промежутке от минус единицы до 2 числитель отрицателен. Значит, от 0 до 2 дробь будет отрицательна, так как при этом знаменатель положителен, а в промежутке от минус единицы до 0 дробь положительна, так как и числитель, и знаменатель отрицательны. Левее минус единица, числитель положителен, а знаменатель отрицателен, значит, получается минус. Нам нужны те промежутки, где эта дробь отрицательна. Таких промежутков 2. Y меньше минус единицы, и y принадлежит промежутку от 0 до 2. Удобно записать эти промежутки в виде неравенств, чтобы потом найти x. Подставим вместо y логарифм x. Получим такое неравенство. Логарифм x меньше минус единицы. Минус единицу заменим на логарифм 10 в минус первой степени. Опустим логарифмы. Получим x меньше 10 минус первой степени и x больше 0. Это условие добавляем для существования логарифма x. Получаем промежуток от 0 до 0,1. Во втором случае, когда y больше 0 и меньше 2, имеем логарифм x больше 0 и меньше 2. Вместо 0 пишем логарифм 1. Вместо 2 логарифм 10 в квадрате. Опускаем логарифмы. Здесь x получается от единицы до 100. Получаем такой ответ. От 0 до 0,1 и от 1 до 100. Найти область определения функции. По определению логарифма, его аргумент должен быть больше 0. Значит, функция определена, когда x плюс 2 больше 0. Решаем это неравенство. Получаем промежуток от минус 2 до бесконечности. Для этой функции область определения находим из такого неравенства. 5, деленное на 3 минус x больше 0. Числитель больше 0. Следовательно, знаменатель должен быть больше 0. Решаем неравенство, получаем промежуток от минус бесконечности до 3.